Так. Ассаламу алейкум. Витаю вас, друзья. Сегодня 15 апреля, июля 2026 года. С вами снова я, Аслан Арцуев, на канале YouTube Reality, на канале TikTok Аслан Арцуев. Здравствуйте, друзья. Сегодня время, сейчас 18 часов 1 минута показывает сзади по Берлину и, соответственно, 19 часов по городу Джохару. Всем тем, кто находится в оккупированной Ичкерии, либо в России, пожалуйста, заботьтесь о вашей безопасности, будьте осторожны, не пишите комментарии, которые могут вас идентифицировать. И не распространяйте ссылку на наш стрим. Все остальные присоединяйтесь. Так, Схигудар. У нас здесь есть опрос. Сегодняшний наш стрим называется «Тотальная мобилизация в октябре. Почему Кремль уже готовит мясо?». Поэтому есть для вас вопрос в чате, в YouTube. Будет ли тотальная мобилизация в октябре на России? Вы можете отвечать на этот вопрос здесь в чате YouTube, а также можете писать в TikTok. Я зачту их, ваши ответы. Как-то так. Как-то так, друзья. Так. Друзья, знаете, я хотел бы несколько слов сказать в начале нашего стрима, потом я расскажу о других темах. Но главное, что я хотел сказать бы, как мы знаем, здесь есть разные представители российской так называемой оппозиции. Это Ходорковский, это Фейгин, это Пономарев, это Руслан Кутаев, кто там еще, ну разные, Мария Максакова. Но Мария Максакова, у нее там мужа убили, можно понять, что она реальный оппозиционер. Ну тоже в этой же мутной системе общается. Ну их много таких здесь разных всяких, да. Есть, например, лауреат Нобелевской премии Муратов такой есть. Да, знаете такого Муратова? Вот эти люди, Дмитрий Муратов, ну представьте себе, ну так если послушать, посмотреть, ну реальные борцы. Анна Политковская была в его газете, вот этого Муратова. Ну такие болезненные такие вещи рассказывают про власть, там, ну много таких вещей. Ну Политковскую убили, да, убили Астемирову, Наталью Астемирову, которая не была в Новой, ну поставляла информацию для Новой, и потом она была убита. Короче говоря, ну вот вроде бы так посмотришь, да, такие вроде бы оппозиционеры, такие нужные нам всем люди и так далее. Но по факту, например, я сегодняшний свой стрим хотел назвать «ПАСЕ» вместо встречи ФСБ. Ну, ПАСЕ, но если мы не будем называть вещи своими именами, друзья, нас будут просто вытирать ноги, нас они считают за идиотов, понимаете? Просто так. Система КГБ ведет войну против Украины, с системой КГБ договаривается. Не с русскими договариваются, не с русскими оппозиционерами, с русскими борцами, которых тоже предостаточно. Да, их не так много, они маргинализированы, там их преследуют, у них нет денег, как у власти, но они есть.
они полностью игнорируются. То же самое можно сказать про Ичкерию. Например, у нас есть законное президиум правительства. Все средства на российский симулятор Ахмеда Закаева бросают, на Руслана Кутаева. Раскручивают, там, поддерживают. Самое главное, Запад заигрывает. Вот в чем вопиющее просто лицемерие, просто двойные стандарты. Просто позорное лицемерие. Понимаете? Эти люди говорят, что они за нас, за чеченцев. Ну, здесь, на Западе. Они переживают за чеченцев там, и так далее. Переживают, как бы использовать чеченцев для своих нужд. Ничего не давая взамен. Просто как дураков. Очень удобно. Использовать, в Сирию отправить. Понимаете? Забросить туда где-то по своим каким-то делам, что там России нужно или, может быть, Западу нужно. Я не знаю. Но и они все играют в одну игру, получается. В одну дуду дуют они. Народы не учитываются. Демократия не учитывается. Понимаете? Чеченцев убивали за то, что они исламисты. Хотя мы никогда не были никакими радикалами, исламистами. Мы, как сейчас украинцы борются за свободу, как грузины боролись за свободу. Чуть раньше боролись также за свою свободу. Но нас представили и исламистами, и каратистами, и нас уничтожали, и то есть с террористами, с Россией, с ФСБ, они дружили. Нас обвиняли в том, что мы не демократичны, что мы какие-то дикие. Представьте, самую древнюю демократию на этой земле, просто самую древнюю демократию, обвиняют в том, что демократия, а сами абсолютно плюют на демократию. Вот давайте посмотрим. Есть такая КГБшная, половина ею владел Горбачев, половина ею владел генерал Горбачев. Мы тоже понимаем, что не просто какой-то там парень-комсомолец. И второй половиной Новой газеты владел Лебедев, генерал ФСБ. Его сын в Англии получил там пэра, мэра, лорда какого-то там, какой-то там. Ну, они любят, эти русские, подмазываться под, ну, видите, видимо, шариковская у КГБшников. Вот эта тема у КГБ, русского КГБ, ФСБ. Вот эта шариковская тема сидит внутри, им так хочется быть дворянинами, понимаете? Просто выдайте в КГБшники своих жен за чеченцев, своих дочерей за чеченцев, и вот вам и все дворянство автоматическое. Чего вы так паритесь, да, там, когда англичанам лезете, какие-то свои эти. Мы дворянины, мы есть те самые, которых вы ищете, да, а вы нет, короче говоря, ерундой занимаетесь. Так вот, новая газета Европа, ну, полагаю, что это те же хозяева. Я просто не знаю. Ну, якобы они оттуда уехали и так далее. Публикуют, ну, об этих преступниках в отношении чеченского народа я бы не стал бы говорить так много, рекламировать их, привлекать внимание. Но мы должны понять, мы должны молодежи нашей объяснить, что это пособники геноцида чеченского народа. Дмитрий Муратов, пособник, лауреат Нобелевской премии, пособник геноцида чеченского народа. Понимаете? Сами лично они не убивают чеченцев. Но они делают так, что перед Западом, перед миром показывают, что есть плохие какие-то там наши убийцы. Там есть коллаборанты, которые работают на русских. А есть якобы защитники. Есть такой Орлов, правозащитник. Это просто лицемерный пособник геноцида чеченского народа. Да, они там, он в мемориале работал, там есть Черкасов, они такие вещи говорят, правильные вещи там может показаться. Но давайте, вот вам, украинцы, такой вопрос. Вот у вас оккупировали Крым, оккупировали Донецкая часть Луганска. И вот появляюсь там я, правозащитник. И я просто переживаю за всех, за украинских военнопленных, которые там находятся. Я переживаю за луганчан, украинских граждан. За всех я переживаю. Я всем им помогаю. Только эту землю я считаю не украинской, а русской. Так кто я тогда являюсь? Я честный, настоящий правозащитник? Или пособник оккупантов, которые пришли захватывать чужую землю? Я искренне помогаю этим людям, которые там живут. Так вот, а если я еще не искренне помогаю, я русских солдатиков считаю ближе, чем украинских гражданских, женщин, детей. То есть русского оккупанта я считаю ближе. Являюсь ли я
независимым, объективным правозащитником в таком случае? Нет, конечно. Я вооруженного оккупанта, убийцу считаю себе ближе, чем невооруженную бабушку, дедушку, ребенка или женщину украинской национальности. А российская, вот он мне ближе. Вот что говорит Олег Орлов. Пособник геноцида. Запомните, они на нашей крови хотят стать героями. Они защитники, адвокаты чеченского народа, братья чеченского народа. Только с одной оговоркой. Они себе так делают имя. Они лицемерно используют вас. Нас в данном случае. Сейчас украинцев используют. Тогда использовали нас. Вот Олег Орлов рассказывает на голубом глазу неоднократно. Он фактически был разведчиком в наших рядах. Он приходил, помогал. И на Западе говорили, вот там работает мемориал. Реально люди в мемориале сделали очень много. Очень много задокументировали. Благодаря грантам западным, еще по какой-то разведка работала, там еще для чего-то. Но сам Олег Орлов это враг чеченского народа, как и Борис Березовский, который является врагом чеченского народа, который представлял нас радикалами-исламистами. То есть Борис Березовский. Вот точно такое же отношение к вот этой новой газете. Вот есть в новой газете Муратов, который Нобелевский лауреат, он говорит, что чеченцы, и он не лезет туда, потому что чеченцы сами избрали себе Кадырова, и пусть живут. Просто задумайтесь на секунду о такой формулировке. То есть в России у них нет выборов, Путин у них узурпатор, для кого-то там еще там что-то, у них там полные нарушения, даже до выборов люди не доходят. То есть на самом начале еще сворачивают, даже не подпускают, даже ты зарегистрироваться не можешь. Там полностью поле выжжено. А у чеченцев прямая демократия. Все, они абсолютно свободны. Да, у них 25% четверть населения убили. Им 150 тысяч бандформирования оккупационные загнали. Несколько тысяч, десятков, даже тысяч набрали коллаборантов из местных. Под дулами автомата там все ходят. Кадыров вечно несменяемый. Его там семья, все родственники при власти. А у чеченцев демократии сами виноваты. Вот что делает Дмитрий Муратов. Вот что делает Олег Орлов. Вот если так подумать, ну, не так страшно, да? Вроде какую-то пользу приносят. А если глубоко копнуть и посмотреть, то это же самое настоящее лицемерие, предательство, это вероломство, подлость, коварство, которое только возможно придумать. Русские очень переживают, особенно здесь. Ходорковские, всякие разные убийцы. Просто убийцы. Ходорковский, вот представьте себе, в ПАСЕ привлекают русских ФСБшников, которые, ну, как будто здесь в Европе нет русских. Я даже про россиян не говорю, просто русских. В огромном количестве здесь есть русские беженцы, которые искренне переживают и за свою страну, и готовы бороться за демократию. Борются, каждый день борются. Их туда никто не приглашает, они не интересны. Так как ПАСЕ это место встречи ФСБ. Они нормальных людей с кем хотят разговаривать. То есть они хотят ослабить себе здесь на Западе. Но нам взамен ничего не дать. Ни демократию, ни свободу. Как мне правильно тут написали комментарии, посмотрите, что произошло в Сирии. В Сирии демократическая оппозиция вышла против узурпатора, диктаторов по втором-третьем поколении, Башара Асада. Начали бороться, ну их, соответственно, их начали косить из автоматов, с пулеметов, расстреливать, убивать, избивать, похищать. Ну, люди начали драться по-настоящему, а по-настоящему это смерть, значит. Начали кричать «Аллах Акбар», начали звать на помощь. И все, их представили исламистами. И все, и страну погрузили в хаос. Просто в хаос просто погрузили. Понимаете? Газ применяет, химическое оружие Башар Асад применяет. О, возмущаются. Целые города Россия вместе с Башаром Асада сравнивает с бомбардировками с землей. Ничего страшного. Главное, чтобы химическое оружие не применяли. Понимаете?
Химическое оружие и то применяется для каких-то случаев, чтобы начать переговоры. Это манипуляторы, это обман. И мы должны это видеть, друзья. И им это не нужно. Им нужно нами управлять, нас обманывать и так далее. В итоге, сегодня для нас уже никого не секрет, Дональд Трамп говорит, что он назначил аль-каидовского террориста, бывшего, это BBC говорит, у себя BBC рассказывает, что это бывший асадовский агент-осведомитель. Из Мухабарат, по-моему, у них называется, прокуратура, по-моему, или какая-то спецслужба. И он поехал воевать, якобы воевать против американцев в Ирак. И все, потом Аль-Каиду возглавлял, теракты проводил. То есть демократическое сопротивление свободной сирийской или армии, или населения группы фактически свели к исламистам, радикалам. И этого исламиста мы видели, как назначили. Ни боев не было, ничего не было. Просто перевезли Башара Асада в Москву, этому отдали Сирию. Черт возьми, что происходит тогда? А за что тогда? 1 миллион сирийцев погибло или около того, погибших, раненых. За что тогда? Какой демократии? Тогда нет никакой демократии. Тогда эти все, кто нам рассказывает про демократию, их не интересует демократия. В Иране начинают войну. Да как начинают, мы все видели. Бомбардировкой в месяц Рамадан старика, которому осталось жить 2,5 дня. Уничтожением школы с девочками. Ну, сделать так, чтобы никто с вами не договаривался. Чтобы никто не имел права договариваться. Ну, просто сделать так, чтобы народ восстал против вас. То есть, объединился против этого интервента, который туда приходит. И что предлагают взамен? Мы спасаем иранский народ, мы помогаем иранским людям, говорит Нетаньяху. Мы должны поднять, Трамп говорит, вы должны подняться. Правда, за 2-3 месяца они поднимаются, их вырезают, их все кидают, их абсолютно зачищают, всех остальных берут на карандаш, а потом говорят, поднимайтесь. И когда уже некому подниматься, предлагают демократическая Америка и единственная демократия на Ближнем Востоке, Израиль, предлагает поставить туда монарха, чей отец так проворовался, что уже иранцы согласны были на этих исламских радикалов и его прогнали пинками оттуда. Ну что это такое? Ну что это за несение демократии во весь мир? Ну какая это демократия, если даже демократия в Сирии поставили демократа, посмотрите. Этот Аль-Шара, самый настоящий аль-каидовский демократ. Хотели поставить в Иране еще одного. И так далее, и так далее. Ну что это такое? Куда ты не посмотришь, ты везде видишь спортсмены. Это в Государственной Думе России так было. Спортсмены, актеры. Вот вся государство, ну что они юристы, они там, я не знаю, экономисты, еще кто-то, они там, чтобы законы принимать. Да, бывают спортсмены и актеры умные, талантливые, я ничего против этих профессий не имею. Но если сплошь и рядом все президенты становятся, депутаты становятся, все вокруг становится какой-то маскарад, какой-то театр получается. И вот сейчас здесь вроде бы в начале нас там дурили, а теперь нам уже открыто. Смотрите, Собчак приезжает сюда. Ну, я уже 100 раз говорил, Собчак приезжает. Она спойлером была, она крестная Путина. Ну, кто ближе еще может быть Путина? Вот, ну, одна из, много у него может быть, но одна из. Легитимизировала, там, обеливала Кадырова, Тайсоны, Майсоны, Ван Даммы, вся вот эта продажная просто с Запада, с Америки, вот эта вся гоп-компания приезжала, легитимизировала геноцид чеченского народа. Да, им платили деньги, но Америка могла запретить, сказать, нет, вы не поедете туда. Нет, Америка туда посылает. В качестве, может, разведки посылает, может, просто для легитимизации, может, им нужен Кадыров там. Может, они так рассчитывают, что чеченцы им служить будут. Не будут вам служить чеченцы. Понимаете? Вы никогда не добьетесь того, что вы видите в чеченцах у себя на услужении. Понимаете? Никогда этого не будет. Потому что чеченец не может быть несвободным. Но и здесь, в Европе, смотрите, Ходорковский. Ходорковский, Невзлин.
его начальник охраны Пичугин сидит пожизненно за убийство мэра Нефтеюганска Петухова. Там, я думаю, из Тамбова муж, жена тоже там же. Здесь похищают своих оппонентов, избивают, ликвидировать хотят. Странно. А это целая сеть, посмотрите, у Ходорковского целая сеть, журналю, кого он там финансирует и так далее. Подождите, я что-то не понимаю. Но это вы тогда вы близнецы, получается, вот с теми. Тогда о чем между вами тогда разница? Если вы вообще убийц, людей, кто убивает, избивает, все свои методы вот эти фашистские не оставляет. Вы их берете здесь, раскручиваете. Наезд на ислам вы все видели. Наезд на ислам. Просто, откровенно. Не на конкретных там, на кто там, например, напал 7 октября. На 7 октября на евреев напали. Русскоговорящие, речь слышна была там. 100% речь русскоговорящая там была. Арабы там напали. Арабы-мусульмане-сунниты. Арабы-христиане. Коммунисты. Арабы. Ну и так разные всякие там еще кто-то нападал. Но обвиняют всех мусульман. Иран заступается за суннитов, но сунниты, секторы Газа, не заступаются за суннитов Ичкерии, потому что они дружат с Путиным. А Иран, который дружит с Путиным, дружит за этих, и они вот вместе. И когда ты начинаешь объяснять, ребят, смотрите, что здесь происходит. Говорят, все мусульмане террористы и фашисты. Подождите тогда, как так-то? Все 2 миллиарда, что ли? Получается, да, 2 миллиарда тогда фашисты-террористы. И то есть мне нужно, который пытается держать свою позицию, быть независимым, объективным, мне нужно встать против мусульман, получается. Так получается? Тогда я вас попрошу, встаньте против вашей религии, или вашего народа, или просто вашей справедливости, которую вы видите, если она у вас есть. Но если вы предлагаете мне, значит, вы сами способны на это. Я на это, извините, не способен. Я за справедливость. И мне нет разницы, христианина вы, иудея вы или мусульманина вы оскорбляете, унижаете и провоцируете на конфликт. И выясняется, провоцирует на конфликт, оказывается, администрация Путина. Та самая администрация Путина, с которой общается до сих пор Ксения Собчак. Мы знаем, что Ксения Собчак сюда приезжает, и всем мне известно, кто она такая. Все, кто говорит по-русски или имеет отношение хоть какое-то к России, он знает, кто такая Ксения Собчак. И что она там одна из самых там приближенных. Но сейчас закидывает какую-то фигню, и нам рассказывают, как будто никто не знал, что она с администрацией президента общается. И такая, знаете, такая игра идет. Все раскручивают. BBC, американцы, Deutsche Welle, все. Ксения Собчак, она там, она тут. Она написала, она почему такая? Потому что она не хочет быть иноагентом. Понимаете, она там пишет. Потом вот этот ремесло там есть один, который тоже пытается сюда в Европу запустить, пропагандист один путинский. Якобы он против Путина восстал. Она про него говорит, вот, ремесло там, что-то это как-то. Что он как будто на самом деле честный. Либо здесь полная некомпетенция здесь в Европе и на Западе, про спецслужбы. Либо, я не знаю, вместе тогда это действует. Или какие-то группы вместе действуют. Куда это годится? Как это возможно вообще? Возвращаясь к «Новой газете». «Новая газета» на превью у себя, YouTube-канал, у себя на превью вывешивает, кто погибает за Чечню. Просто можете себе представить? За одного чеченца 6 русских. Еще раз. Секрет армии Кадырова. Исследование у «Новой газеты». За одного чеченца 6 русских. Секрет армии Кадырова. Представьте себе. То есть, новая, вот в чем заключается работа Олега Орлова, Дмитрия Муратова, Ксении Собчак, Фейгина, Ходорковского. Это все одна система, которая занимается усилением, укреплением вот этого ФСБшного режима. Это их единственная цель. Кому-то там для более тупых одна программа идет, чуть более умных другая программа идет. Там
людям, которые считают себя самыми умными, там еще какие-то там появляются, тоже идут товарищи, там, вроде, кто там у них там разные, там, рассказывают, что все там масоны, кальсоны, там еще кто-то контролирует. Ну, у них можно посмотреть. Их каналы не запрещаются. Вы можете зайти, посмотреть, в Фейсбуке есть, кадыровский канал есть, временно оккупированной Ичкерии, Чеченской республики, там у них называется там этот канал. В Фейсбуке есть, в Ютубе есть, ну везде есть. Вроде санкций, вроде боремся с пропагандой, борем это. Ну а как так? Мой канал на территории России запрещен. Как-то странно все получается. И вот смотрите, новая газета, фашистская, ФСБшная, античеченская газета, новая газета и Муратов, это все фашисты. Запомните, чеченцы, молодые чеченцы, пожалуйста, не ведитесь никогда на их обман. Я долгое время им верил, особенно когда была Анна Политковская. Я думал, что Анна Политковская, и раз она в этой газете, там все такие профессионалы, честные, принципиальные. Это гадюшник ГБшный, понимаете? И им дают Нобелевскую премию. Ну, посмотрите тогда, что такое Нобелевская премия. Это дерьмо, а не Нобелевская премия. Самое настоящее, как и Дмитрий Муратов, который нагло утверждает, что чеченцы избрали себе какого-то Кадырова. Новая газета запускает, смотрите. Это невероятно. Кто погибает за Чечню, они там пишут. Я даже не стал полностью смотреть, чуть-чуть включил, посмотрел и бросил. Придется немножко освежить память вот этим мерзавцам. В сентябре 1999 года Дмитрий Муратов, там вся новая газета, все остальные фашисты, Фейгин, который утверждает, что это чеченцы сделали, да, а ФСБ только знала, что это делает. Это все соучастники. Ну, или, может, Фейгин сам... Фейгин, смотрите, тоже интересный момент. Фейгин служил вместе с Гиркиным в одно и то же время в Боснии под командованием Радка Младича. Фейгин сейчас главный пропагандист в войне в Украине на русском языке. С таким же пропагандистом Арестовичем собрался. Радко Младич, который убивал людей и совершал геноцид, военные преступления, осужден в Гаагском международном трибунале. Фейгин почему-то здесь. Видимо, отрабатывает. Да, видимо, отрабатывает. И Фейгин утверждает, что взрывы домов в Москве 1999 года это дело рук не ФСБ. ФСБ просто знали, а взрывали чеченцы, там, кавказцы, там, кто у него там взрывал. Понимаете, с поличными пойманный с поличными в Рязани ФСБшник, один из ФСБшников, по фотороботу просто очень сильно напоминает Гиркина. Какие совпадения происходят? И Фейгин тоже считает, что это не русские сделали, не ФСБ сделали. А Гиркин это ФСБшник, которого сейчас спрятали, якобы он там в тюрьме. Но обратите внимание, каналы постоянно его показывают. Гиркин. Кто такой Гиркин? Военный преступник, начавший войну, главный враг, один из главных врагов Украины. Его показывают. Гиркин сказал это, Гиркин сказал то. Ну что это такое? Это что за провокации такие? В 1999 году, когда похожий очень на Гиркина террорист, на террориста Гиркина похожий террорист из ФСБ, такой же ФСБшник, как и террорист Гиркин, пытались взорвать дом в Рязани, были задержаны те, кто закладывал эти бомбы. До этого были взрывы в Буйнакске, в Москве и в Волгодонске, как мы помним, где погибло более 307 россиян, спящих у себя дома. Обвинив в начале этой войны против нас, русские убили за две русско-чеченские войны, вот в новейшей истории, убили более 250 тысяч наших граждан, среди которых 42 тысячи детей до 15 лет. Представьте себе. Просто разворотили всю республику. Более 300 тысяч, 400 тысяч сейчас проживает в Европе. Выехало. В России выезжают, находятся многие. Но в тюрьмах более 20 тысяч незаконно осуждены. Убивают каждый день, пытают, убивают. И сейчас, когда люди начали выходить из тюрем, они создают симулякры, которые будут ловить этих,
Понимаете, когда чеченец отсидит 20 лет ни за что, он выйдет и может подумать, а ну-ка я-ка отомщу-ка тому, кто меня посадил. И вот когда эти люди начинают выходить из тюрем, они создают симулякры, блогеров, разные там каналы, группы, которые собирают таких людей вокруг себя, чтобы он проболтался, сказал, я отомщу, я не прощу. Все, значит не исправился, ликвидировать. Понимаете? Какая работа над нами ведется. Так вот, российские наемники, которые штурмуют в оккупированном Гудермесе хабы террористической банды имени Путина, так называемый там, университет спецназа или университет имени Путина спецназа, как он это называется, не ради чеченцев, как пытаются представить фашисты из «Новой газеты», «Новая газета Европа». Самые настоящие фашисты. Они штурмуют за деньги, которые там платятся, за экипировку, за хорошее обучение, которое им там дают. Потому что там реально люди с большим опытом убивать людей. А «Новая газета» это раздражает. Им не нравится, что у Кадырова много там боевиков, которых он в Украину отсылает. А из них меньше всего чеченцев. А я этим горжусь. Мы, чеченцы, не должны воевать за Россию. Россия убийца чеченцев. Все, кто воюет за Россию, тот воюет за своих убийц. Знаете? И если ты позволяешь себе идти в их ряды, не насильно когда, насильно это другой разговор, когда тебя вынужденно туда толкать, то завтра ты многое что позволишь. Понимаешь? А насильно, конечно, забирают. Многие сидят только за комментарии. Вот смотрите, сколько я уже лет говорю. Томсо Абдурахманов, Белакиев, сейчас Закаев к этому прибавился активно. Другие там, Миншбош, Духбухошхус, Билабелилш. Вот все, кто им пишет, они сразу же получают о них информацию там. Понимаете? Это сбор информации против вас. Не для вас, чеченцы. Не помочь вам, не уведомить вас, не информировать вас, не предупредить, а чтобы узнать, что вы думаете, чтобы вытащить о вас информацию и передать ее. Чем больше они вас дадут, тем больше им для этого будет польза. Понимаете? Потому что наш чеченский народ ослабнет. Аж лацадух, дадучлик. Бадагдич, асквайлина, поймарти, хорданти, нацаялла. Представить, даешь, так вашаться царцу. Так бывает, да, так бывает, что не понимают люди. Ну тогда нам придется еще получать по голове и получать еще шишки на голове. Ну не понимают, так не понимают. И вот «Новая газета» рассказывает, она переживает о том, что мало умирает чеченцев, а я вас уведомлю, более 10 тысяч убитых, раненых и без вести пропавших из только оккупированной Ичкерии. Только из Ичкерии то, что забрали людей. Убитыми, без вести пропавшими, считайте убитыми, практически все. Если кому-то повезло, сдался в плен, хотя там шансов нет. И ранеными. И об этом самая засекреченная информация. Это все скрывается. Как только сдаются, там находятся агенты России, которые этих людей передают обратно. Как это сделал закаевский майор Хусейн Джамбетов и Ахмед Закаев. Пошли, взяли человека, который сам добровольно сдался, и вернули его. Его отправили на штурма. Его, наверное, уже нет живых. Киргиза Мусиханова они отправили. Киргиз это его имя, Мусиханов его фамилия. Это сделал Ахмед Закаев и его майор Джамбетов. Вот что делает Закаев там, для украинцев, чтобы было понятно. И вот что сделает «Новая газета», которая заявляет, кто погибает за Чечню, за одного чеченца, 6 русских. Позор вам на века. Хотя вы даже не знаете этого слова «позор». Потому что вы родились в позоре и умрете в позоре. Униженном и ничтожном состоянии. И никогда вам не познать величие духа. Но запомните одно,
что вы никакие не журналисты, вы такие же ФСБшные пропагандисты. И нигде, чеченцы, напоминаю вам, нигде не давайте слова им, ни Новой газете, Милашина тут тоже там, такая же провокатор, так же сделала, подыгрывала этому режиму, когда тогда в 17 году массово убивали людей, и потом она это расследовала. Она представляла это, как будто это за ЛГБТ преследование. Понимаете? Убивают ФСБшники людей в Ичкерии оккупированной, отправляют своих ГРУшников в Сирию под видом ИГИЛ с их документами, с чеченскими паспортами, убитыми чеченцами. Их трупы уничтожаются, все, их нету. А Елена Милашина, когда есть свидетель, который говорит, я видел, как их убивали, этих людей, Сулейман Гизмахмаев, она говорит, да, это ЛГБТ там тема была, а это чеченская тема, табу. Мы просто не обсуждаем эти вопросы. Понимаете, просто у нас не принято говорить ни про жену свою, ни про детей своих, ни вот про эти разные интимные темы. Не принято так. Такая культура у нас. И вот тебе вот заговорят, вот это все ЛГБТ. И все в шоке. А может правда за это, может это там. Уже теряются люди. Потому что слух-то уже, программа-то запущена. Неважно уже. Тухлая селедка называется. Главное вас кинуть эту грязь. Это делает Елена Милашина. Вот вам новая газета. Это пособники. Пособники геноцида чеченского народа эти люди. Да, кажется, что-то они полезное делают. Но в итоге, оказывается, вред больше они наносят. Вот такая вот интересная, вступительная, длинная речь у меня к вам получилась. Чтобы запомнить, кто и такие эти мерзавцы и подонки. Они думают, что мы должны умирать за них, что ли? Да мать вашу, вы убили четверть нашего народа, оккупировали нас. Мы за вас должны воевать? Вы кто такие вообще? Идете вы, знаете, за русским кораблем. На 3 буквы, на дно, то есть. Да. Вот так вот как-то. Да. Давайте сейчас я вернусь к вашим комментариям, друзья. А потом можно будет немножко продолжить нашу тему. Так, давайте вот я смотрю здесь. Я, по-моему, ограничитель не поставил. И у меня много, короче... Да, не поставил я ограничитель. Аснабек, шайвика, ва алейкум ассалам, друзья. Всех я приветствую. Так. Хамасу передали много наличкой долларов. Идет расследование. Интересно. Ну, это россияне, он говорит, ва алейк салам, крымских татар, от крымских Крымлы. Ва алейк салам, братья и сестры. Они все прикомандированы из разных стран, как и Невзоров. Да, Асланбек, совершенно верно. Абсолютно так. Привет, Зебен. Чеченцам Машу Дуаль Менде от Калмыка. Всех благ, желаю чеченского. Спасибо, Макалбаратский калмыцкий народ. Спасибо. Ясно. Нобель был в гробу перевернул, здесь знал, куда пойдут его деньги. Русские и мертвые деньги жрут. Ну, Нобель-то уже давно умер, но тот, кто дает-то, живые, все же прекрасно знают, кто такой Муратов. Понимаете? Все прекрасно знают. И они говорят, ну, министр внутренних дел, это очень показательное выступление было. Вот когда он сказал, что еще раньше Грузии, когда в Чечне война была, мы должны были понять, что это не был международный терроризм. Не было это международный. Это законное право народа, прописанное в международном праве, понимаете? Вы имеете право на вооруженную борьбу, когда к вам пришел враг, оккупант, интервент. Почему весь мир помогает Украине? Это законное право. Но если вас представить людоедом,
которых сейчас хотят украинцев представить, что они интерес, он Монако взрыв проводят, центральный детский магазин на Лубянке ФСБшник взрывает День независимости Украины 24 августа 2025 года. Ну и так далее, везде вот Фейкины, Мейкины, вот они вот, пока от этого не очистятся украинцы, каждый день как будто на минном поле, как на вулкане жить, где взорвется в следующий раз, где прорвет. Потому что постоянно сделают подлость. Постоянно. Здравствуйте, Астан. Здравствуйте, здравствуйте. Здравствуйте, Астан. Ваше мнение, кто убил Скрипецкого, художника? Я думаю, конечно же, Скрипецкого убили российские спецслужбы. Исполнителями мог быть кто угодно. Кто угодно. Чаще всего, конечно же, используются либо профессионалы, как тогда Хангашвили убивали, там пришел этот ГРУшник военный, который профессиональный убийца. Либо бывает местных бандюгов берут, местные кто-то, или, знаете, они сейчас чаще всего используют местных там, под кого угодно. Вот, например, свиные головы в синагоге и в мечети, там краски размазывали зеленые на синагогах, и свиные головы в мечети подкидывали, сербы, например. Звезду Давида на мечетях, по-моему, или где-то наоборот, там что-то против синагог использовали двое, муж, жена, молдаване. Неоднократно здесь убивали чеченцев, чеченоговорящие служащие России. Служащие России, вон убили. Поэтому сказать, кто непосредственно исполнитель, будет очень трудно, следствие установит. Но то, что за этим стоят российские спецслужбы, я в этом нисколько не сомневаюсь. Дело в том, что Скрипецкий, во-первых, слишком болезненно наносил удар, не церемонясь. А это самое страшное для них. Когда вы прямо, он еще, знаете, очень выворачивал наизнанку. Знал он их природу, психику, психологию. И просто выворачивал ее, и бил в самое сердце. А это очень для них опасно, что вдруг психологию вот этих бандитов здесь на Западе начнут понимать. Потому что русскоговорящие и кто знаком с Советским Союзом, с Россией, они прекрасно понимают, о чем говорил вот этот Скрипецкий. Поэтому и точно не защищен был. И публичная фигура, конечно же. И что больше, как можно больше это получился резонанс. Это тоже очень важно. Убивает легкую добычу. Ну и, конечно же, он делал нападки на Кадырова. И нужно было сделать так, чтобы это как будто честь Кадырова задета. Ну вот, смотрите, здесь живет Тумсо Абдурахманов. Он сидит и рассказывает про сына Рамзана Кадырова самые плохие вещи. Никто его не убивает, этого Тумсо Абдурахмана. Ни его брата, ни его никто не убивает. Нафиг они никому не нужны там. Понимаете? Ну, попадется, да, тогда, может, ему дадут. Но здесь Кадырову не дадут убивать его здесь. Потому что это тоже их человек. Скрипецкий не был их человеком. А Тумсо, он другой отдел ФСБ. И они, конкуренция за власть у них идет. Конкуренция за власть. И поэтому вот они его не убивают. Наоборот, денег ему переводят. Немецкие власти помогают ему деньги здесь. Ну, если верить его болтологии, потому что это лжец еще тот, короче говоря. Поэтому я считаю, что убила Скрипецкого, конечно же, российская власть. Именно ФСБ за этим стоит. ГРУ исполняет, ФСБ заказывает. Так это было с убийством всех, кого здесь убивали. Но Скрипецкий был удобен тем, что он именно на Кадырова говорил, и можно сказать, смотрите, у него там честь затронул. Нету этого. Ну нет, это прикрытие просто. Прикрытие, да, при удобном случае они и Скрипецкого, и любого убили бы. Просто так, делать нечего. Просто это садисты, живодеры, которых Россия нашла из самого дна, создала их сама, потомственных, и посадила на обескровленный, израненный чеченский народ, вот этих людоедов. Но в отличие от Закаева, они хотя бы честные. Они прямо говорят. А Закаев нам лжет, как и Руслан Кутаев, что они за Ичкерию, там, за исламское государство, за это, типа против России. Это лжецы.
это больше лицемеры, чем Кадыров. Закаев, Кутаев, а вот эта группа Закаева, которая есть, они собираются поехать в Чечню и стать оппозицией Кадырову. Поэтому они про Кадырова только и говорят. Поэтому я думаю, что это была удобная жертва, как бы это кощунственно не звучало, для того, чтобы максимально отвести от Путина, от ФСБ значение. Потому что после убийства Зелимхана Хангашвили случился такой случай, что Кирилл Жало выпал из посольства России в Берлине. А Жало, его отец, Алексей Жало, непосредственно являлся заказчиком, организатором отдела, начальником отдела по убийствам здесь в Европе. И какое-то стечение обстоятельств его сын выпал из окна после убийства Зелимхана Хангашвили. Поэтому им, видимо, нужно, чтобы это было переведено не на них, потому что они боятся. Не знаю, я, например, это моя версия, я ничего не утверждаю, никого не обвиняю, но мне кажется очень странным, что Кирилл Жало выпал именно из посольства России в Берлине. Его могли уже, его труп могли привезти и бросить. Те же чеченцы могли бросить, друзья Зелимхана Хангашвили. Или может еще кто-то там есть, я же не знаю, он гражданин Грузии, может у него грузины друзья были. Может еще кто-то, я гадать не буду, но я думаю, что русские хотели бы, чтобы на русских не подумали. И подумали все на Кадырова. Кадырова той чести, про которую говорят, что он сразу, да, убьет, если рядом окажется, просто так убьет. Если он же, сколько уже убил человек. А так, чтобы убивать за границей, без санкций ФСБ, без разрешения непосредственно Путина, это они это не сделают. Не сделают. Так, светлая память Дудаеву и всем командирам. Спасибо, амин, камарал. Со мной служили калмыки, хорошие люди были. Да, Знабек Тутаев, со мной учился калмык. Отличный парень был, вообще его друзья были отличные, у него родители были отличные. Отличные люди. Я уважаю калмыков. Аса, я тебе верю. А почему Басаю Радую брали не как Маусов, но они на кого работали? Шамиль Басаев, единственное, чего требовали все чеченцы, которые реально проводили какие-то диверсионные акции, это перестать убивать наших женщин и детей и остановить войну. Ни денег, ни наркотики, ни самолет в третью страну, ни своим себе жизнь, безопасность. И мы знаем, что они вырывались с боями там, и так далее, просто так их нельзя было одолеть. Да? Поэтому я очень сожалею, что погибли невинные люди. И я не могу оправдывать, даже если это легендарный Шамиль Басаев или кто бы то ни был. Я не могу оправдывать. Но у каждого случая должна быть мотивация и смягчающие обстоятельства этому. У Шамиля Басаева убили 42 тысячи женщин, только детей до 15 лет, чеченских детей. Он не убил ни одного ребенка, нигде, ни в Буйнакске, ни в Норд-Осте, ни в Первомайском, ни в Беслане. Ни одного. Это сделали русские спецслужбы и русские вояки. А так, что вы предлагаете нам делать? Ему предлагаете делать? Я это не оправдываю, но объясните, как действовать. На территорию России не заходить? Но скажите сейчас украинцам, которые зашли половину Курской области, тогда захватили, потом отошли. Почему нельзя? Нельзя бомбить, нельзя заходить, захватывать территории. И когда в этот момент россияне Курскую область отвоевывают, и там погибли люди, виноват в этом Сырский, Залужный? Кто в этом тогда виноват? Или может российская армия, которая напала, или российская банда ФСБ, которая напала на Украину и ведет, может они в этом виноваты? Поэтому у каждого действия есть противодействие.
И нужно понимать, что мы, чеченцы, никогда не смиримся, что да, нас мало, вас много, и мы теперь сдаемся, и да, мы остаемся Ваньками, Петьками, там, Васями. Нет, мы не будем ни Васями, ни Петями. Мы потомки Ноя, того самого Ноя, мы потомки. И мы будем свободными, пока в нас бьется сердце. Да, нас можно в тюрьму посадить, нас можно убить, нас можно там руки нам отрубить, голову отрубить. И мы также болеем, и мерзнем, и голодаем, и умираем. Но свободными мы останемся. Даже в тюрьме, даже с отрубленными руками и ногами мы свободны. Наше мировоззрение такое. Понимаете? Наша миссия на этой земле – нести вам демократию человечества. Рассказывать вам, что власть принадлежит народу, а не каким-то, извиняюсь, в памперсах диктаторам, которые не могут контролировать ничего. Да? Поэтому как-то так. Да. Так, я русский, говорит, я люблю чеченский народ, а вы нас разделяете. Олег, ну хорошо, что я не заблокировал всех, кто тролли здесь. Я понимаю, что вы тролль. И говорите, что вы любите чеченский народ. Отлично, я тоже люблю чеченский народ. И у нас, смотри, совпадает любовь, да, к определенным людям. Так вот, я люблю чеченский народ, и я хочу, чтобы чеченский народ не уничтожали каждый день. Ты, наверное, если любишь, ты тоже этого хочешь. Я люблю чеченский народ, и я хочу, чтобы убийц моего народа судили справедливым, открытым, международным или в Грозненском чеченском суде. Ты согласен с этим, раз ты любишь чеченский народ? Убийц чеченского народа судить, своих русских преступников выдать. Ты согласен, чеченцам? Если вы выдадите своих преступников, которые убивали чеченский народ, деоккупируете, уберетесь с нашей территории, свои все эти бандформирования вооруженные, гражданское население можете оставаться сколько хотите. Мы них против не имеем. На законных основаниях, чтобы у вас разрешение на проживание было и так далее. Виза или что у вас там еще может быть. Ну, либо, если это граждане, то это иметь свои наши паспорта. Если ты на этом согласен, то тогда ты любишь чеченский народ. И тогда ты любишь русский народ. А если ты считаешь, что чеченский народ должен вам служить, вы должны их убивать, и потом они еще должны вам за вас идти воевать против других свободных людей, то извините, это не любовь. Это чуть-чуть другое. Так, да, Пуйло много горя принес чеченцам, украинцам, многим другим. Совершенно верно. Совершенно верно. Валейкум ассалам, Ратмир. Чеченцы хороший народ. Проблема в том, что они не в состоянии создать собственное государство. Любая попытка у них превращает в создание бандитского притона с приходом гражданского войны. Прокадкам-инфо. Смотри, первое государство, первый язык, первое право на земле, это потомки Ноя. Знаешь, были такие люди на этой земле. Хуриты были такие люди. До хуритов там еще были шумеры. Это все у нас прото-язык, прото-культура, прото-государство. Первое государственное образование не только у себя. Мы разносили на весь мир божественное слово, технологии, силу, военную науку, в том числе военные колесницы, одомашнивание лошадей, технологии. Это мышьяковая бронза, из которой делали мощные топоры, кинжалы и все остальное. Вы даже не понимаете, с кем вы имеете дело, понимаете? Насколько вы дикие просто. Вы просто необразованные лаптежники. Просто по-другому вас не назовешь. Какое государство? У вас государства нет. Вы живете еще в рабстве, русские. Вы какое-то государство. Государство это
уважаемый орган. Государство это мощная вещь. Вы просто живете в империи, вы рабы русские. Понимаете, по большей части. А вы нам какое-то государство говорите. Вы что? Новая газета. Это старая чекистская газета. Да? Совершенно верно. Это решать не тебе, а чеченцам. Это ты мне говоришь? Так. Ну, давайте вернемся. Будет ли тотальная, полная мобилизация Германии? Алекс, я думаю, что процентов 20-30 я допускаю, что может быть, как во Второй мировой войне, тотальная мобилизация и полное включение всех в войну. Я это допускаю, как во Второй мировой войне. Что будет, только Всевышнему известно, но готовится здесь очень серьезно. И я на самом деле, знаете, что думаю, знаете, такое самопророчество, когда вы говорите, говорите, пугаете себя, пугаете, потом в конце концов это происходит. Вот, по-моему, мы к этому идем, да? По-моему, мы к этому идем. Так, давайте посмотрим, что напишут. Так, в ТикТок я не смотрел. Здесь ее блокируют. Только когда матом пишут какие-то оскорбления, тогда блокирую. Всех подряд не блокирую. Так, если есть у вас, ты кого-то убрал. Я так и не успел прочитать. Так что, если что, в ТикТок вы мне пишите заново комментарии. У меня здесь сегодня очень злой модератор, да, будьте осторожны. Так вот, давайте про тотальную мобилизацию. Готовится мобилизация, мощнейшая тотальная мобилизация готовится. И, скорее всего, она произойдет ближе к осени, потому что у России не хватает уже солдат. Знаете, как-то цинично это, знаете, такое откровенное уничтожение населения идет, что вот они там в месяц они набирали, обычно раньше они набирали за квартал, то есть за 3 месяца, да, набирали 70-71 тысячу. То есть армия раньше набирала там 90 тысяч, месяц по 30 тысяч, за 3 месяца 90 тысяч. А сейчас только 70 тысяч могут набрать. То есть упало. Смотрите, если там 25-30 тысяч, там пишется, если там 3 месяца это 75 тысяч, если по 25, то на 5 тысяч меньше они могут уже набрать. И уже на Западе здесь везде пишут, вот там они не набирают, у них не хватает людей, у них там это, туда-сюда. И просто идет утилизация людей. Просто на наших глазах происходит утилизация. Это просто невероятно. Просто. За это время в России появилось огромное количество миллиардеров. Просто. Это факт, это я ничего не придумаю. Ну как может появиться новый миллиардер, если у тебя страна в войне, если люди гибнут, если ничего не производится, кроме уничтожается? Какие-то пособия выплачивают, там какая-то экономика держится на этом. Такая идет, знаете, массовая зачистка вот этого отребья, которое за деньги готово воевать, готово убивать. Вот насильно гонят, вот чеченцев ненавидят, значит их надо так загнать туда. Кавказцев тоже, дагестанцев, очень много молодежи, очень много вот этой пропаганды поддались, теперь расплачиваются, там тоже лидирующее место по потерям занимает Дагестан. Уже, я думаю, охота немножко отпала. И вот всех отсылают, убивают и так далее. И к чему нас ведут? К чему-то большому, да. Вот такая вот ситуация.
Бандформирования сообщают, что могут принять после выборов в Государственную Думу, ну, давайте в кавычках назовем выборы, потому что выборов на России нету. Выборы в Государственную Думу 18-20 сентября, 18-20 сентября 2026 года будут выборы, и потом вот это все будет ужесточение. Говорят уже, там, Гурулев, например, что уже решение принято, что вот осенью всех будут забирать там и так далее. Мы давно предупреждаем, я лично, что нужно уезжать, восставать бесполезно, можно было бы в Чечне восстать, если бы Россия все силы не бросила бы с радостью на нас, с радостью просто, чтобы всех убить, кто восстал. И россияне, и наши соседи помогали бы им нас убивать. Вот такая вот у нас дружба, да, они сами в дерьме находятся, но они с удовольствием убивают чеченцев, с радостью просто чеченцев убивают. Вот такие вот у нас соседи и россиянцы, вот такие вот у нас. Поэтому надо уезжать по возможности. Здесь на Западе никого не принимать, боятся, потому что под видом вот этих дезертиров, уклонистов, сюда засылаются огромное количество своей агентуры, спящих ячеек. И здесь уже взяли, например, не будем никого брать. Не будем. Так. Так. Чеченцы, Дагестан, потому как они себя ведут на гражданке, имеют вес. Они не следят ни за языком, ни за действием. Это что? Так, понятно. Ты, чеченец, живешь в Германии, разговариваешь на русском. Представь себе, разговариваю на русском. Вчера на чеченском разговаривал. Тоже в стриме, я имею в виду. Мадьяр после Крыма займется Москвой, пообещал Путину, видимо, в сентябре. Может быть, как раз тогда Мадьяр может поддержит, да, потому что бить по вот этим нефтеперерабатывающим и заправкам, заводам, ну, никакого толка, только бить по ним. Ну вот мы видим, что я не верю и Мадьяру, если честно. Абсолютно не верю. Я не знаю, во что они играют, но если кто-то думает, что если у русских на горизонтальном уровне не будет бензина, чтобы перемещаться, например, если, например, даже делать революцию или там свергать у себя на районе какую-то власть, просто перемещаться им нужен бензин. Элементарно просто. Если ни автобусы не ходят, ни машины не ездят, если бензин там стоит колоссальные деньги, ну о чем тогда здесь говорить? Почему Буданов, Кирилл Буданов, Владимир Зеленский не бьют по Кремлю, по ФСБ? Ни по одному зданию ФСБ не ударили до сих пор. Объясните мне, почему это? Войну начинает подполковник ФСБ Путин, собрав генерала ФСБ Патрушева и других там террористов и фашистов из ФСБ. Бьют по нефтеперерабатывающим заводам, и люди стоят в очереди и показывают нам, как они в очереди дерутся. Это самое большое достижение. Здесь разные все вот эти западные, оппозиционные показывают, как дерутся на заправках два русских мужика, короче. Бензин очередь не поделили. Это что? Это победа по-будановски и по-зеленски или по-трамповски? Это такая, что ли, победа? А Путин живет себе спокойно. Военные в Крыму продают бензин этим же гражданским втридорого. За 300 рублей продают литр бензина гражданским. То есть военные, которые воюют против Украины, они зарабатывают не только там на гробовых, там на каких-то выплатах, они теперь еще гражданским бензин продают. То есть стригут с гражданского населения. Задумайтесь, какая это хитрая такая схема такая. Гражданское население денег не дает, да, оно бесполезно для того, чтобы восставать, выходить, но оно может, по крайней мере, свои деньги спрятать хорошо в карманы и самим попрятаться по углам, и потом выковыривай их, находи на разные там СВО.
А если не будет работы, бензина нет, значит работы нет, не будет денег, не будет еды, не будет продуктов, тот, который в углу спрятался, сидит, мужичок, ему жена скажет, мать скажет, а ну давай вылази, нам кушать нечего, дети голодные, иди давай, все идут. И тогда пойдет. Раньше добровольцы якобы шли, а теперь всех мобилизуют, кушать-то надо что-то. Фактически эта война обнищанием вот этого населения, не просто обнищанием, а отсутствием бензина, не нанося ни одного удара по ФСБ, ни на одного за 4 года по женщинам, по больницам, по роддомам русские били, украинским, женщинам, детям, сколько уже они убили. За все это время украинское, вот ГУР, МУР, БУР, ТУР, кто у них там, СБУС там или ФБУС, никто не бьет по ФСБ. Что такое? Что случится? Атомную, они говорят, атомный удар нанесут. Ой, страшно, атомный удар нанесут. Так, атомный удар, у вас столько дронов, что вы можете по их атомным электростанциям ударить. И они это знают. Никогда в жизни они уже не ударят. Потому что имеют сейчас украинцы такие технологии. Но не бьют по Кремлю, не бьют по ФСБ. Почему не бьют? Просто мне интересно. Я не говорю, что не нужно бить по нефтеперерабатывающим заводам. Нужно, полный вперед. Но почему не бьют по ФСБ, который начал эту войну, контролирует эту? Если вы хотите разрушить эту систему, Россия это колосс на глиняных ногах. Если уничтожить систему ФСБ, Россия это колосс на глиняных ногах. Там русские, они с удовольствием поддержат. Они боятся. Они не будут вам говорить, что думают. Но когда избавятся, они с радостью облегченно вздохнут. А по всей видимости никому не нужно, чтобы русские стали свободными. А если русские не станут свободными, как говорил профессор Абдурахман Авторханов, чеченцы могут стать свободными только вместе с русскими. Потому что пока они не освободятся, их будет кто-то насылать всегда на чеченцев. А у них какая-то лютая ненависть к чеченцам, к свободным чеченцам. Сами не имеют и, видимо, завидуют. Вот какая-то странная такая картина получается. Сейчас еще мобилизация будет, и опять будем тянуть. Тогда, когда война начиналась в 22 году, Байден вышел и сказал, это война лет на 5. Вот я с тех пор и рассчитываю, что это лет 5 это будет. 5 лет это как раз истечение срока трамповского вот этих 4 года. Там в последнем своем годе сказал Байден. Ну, значит, все распланировано, все знают. И такая вот работа ведется по утилизации. Ну, хорошо, россиян утилизируют. Россиян это устраивает. А украинцы причем? А если россиян брать, то мой чеченский народ при молчаливом согласии, а иногда при участии всего этого мира, и Украины, и Америки, и Великобритании, и Германии, мой чеченский народ пережил геноцид и находится в оккупации, в заложниках. И теперь мой чеченский народ должен посылаться на эту войну, и он там должен гибнуть. А какой-то экзотический фашист-блогер украинский, который общается с ними, разговаривает, он должен издеваться над чеченцами, сидеть. Какое-то просто чмо болотное сидит, экзотическое, просто харя не помещается в экран. Сидит и издевается над чеченцами, которые насильно погнали. Но он вообще даже не... Почему над крымчанами не издевается? Почему луганчанами, дончанами, донецкими не издевается? Ну, вот это же украинцы, это же ваши. Почему над них нет? Нет, надо на чеченцах издеваться. Почему? Потому что одна система, как я вам начинал вначале говорить, Олег Орлов, там разные Ходорковские, все эти правозащитники, все там украинские вот эти блогеры, которые люто ненавидят. Чеченец это маркер. Отношение к чеченскому вопросу это маркер. Вы сразу знаете, это гибня, и это фашня, или это нормальный человек. Если по отношению к чеченскому вопросу вы знаете. Верховная Рада Украины признает Чеченскую Республику Ичкерию оккупированной. Наша территория оккупирована, над нами совершен геноцид, признает Украина. Верховная Рада Украины. Советник Путина, наверное, Путина тоже, Зеленского
Подоляка, или как это, Модоляка какая-то там сидит и говорит, да, это этническая группа. В ГУР, смотрите, в ГУР создается группа из чеченских бойцов. Они там представляются, как будто они радикальные исламисты. Им вот эту всю эту представляют, это там супер-исламисты туда-сюда. Называют эту группу шаман. Шаман это колдун. Это что это такое? Ты это слушаешь, думаешь, ну это что они вообще с ума посходили? Что? Ну это издевательство. Откровенные 100% собирают ваххабистов, загоняют в группу шаман и называют ее шаман. То есть полное издевательство вот над их идеологией, их взглядами. Просто нормальный человек, который имеет взгляды свои какие-то, он не может там находиться. Понимаете? И все они воюют с Кадыровым. Не с Путиным, не с ФСБ, с Кадыровым они воюют. Вот вам истина, вот вам реальность на канале Реалити. Вот правда. А все остальное это какие-то их игры, какие-то заморочки. Пытаются всех втянуть. Кто-то должен в чем-то участвовать. Кто-то должен поддерживать этот бред собачий. И если ты не поддерживаешь, все, ты враг. Так я не собираюсь быть ни в чем в вашем лагере. У меня свой лагерь. Нормальных, здравомыслящих, справедливых людей. Я в этом лагере. Я не собираюсь становиться там в один лагерь и нападать на других, и куда меня хотят загнать. Когда меня уничтожали, вы все аплодировали. Понимаете? А теперь мне нужно чей-то ваш лагерь. Нет, я свой лагерь имею. И самый первый народ на этой земле. Ну, может, не самый первый, но после потопа самый сформировавшийся, самый древний, мы можем это доказать. 1000 этому есть доказательств. Это все скрывается. Там одни на себя одеяло тянут. Хотя мы везде оставили свои корни. Вы все наши дети. Мы никого не считаем вас ниже себя или выше себя. Вы все люди, кроме рабов, которые мировоззренчески смотрят свободно на мир. Вы все наши братья. Мы все исповедуем одно мировоззрение. От Ноя, от потомков Ноя. Понимаете? Именно поэтому чеченцы никогда не были ни фашистами, ни нацистами, ни радикалами, ни исламистами. А нас придумывают это. У нас просто в культуре этого нет. Это у нас осуждается. Это неприемлемо для чеченцев. Не быть холопом, не быть рабом, господином. Нет у этого чеченца. Не может он так рассматривать человека. Мы только на равных смотрим. И только после того, как вы начинаете показывать свою гнилость, свою некомпетентность, свой непрофессионализм и пытаетесь либо подогнать под себя, либо там еще что-то сделать, тогда мы вас спускаем. Когда на шею залазите, ноги спускаете, вынужденная мера, тогда вы узнаете, ой, чеченец плохой, вы говорите. Нет, вы просто нас не понимаете. Мы вам проявляем культуру свою. Вот у меня вот с одним немцем у нас вот культура. Ну, дедушка, взрослый, я к нему уважение, он говорит, мне уважение нужно. Вот приезжие нет уважения. Я всю чеченскую культуру к нему проявляю уважение. А вот у него нет ко мне уважения. Ну, свинья это самое настоящее. Что мне с ним делать? Ну, я его поставил на место. Хоть он и старше меня, что я могу сделать? Если я полгода ему там проявлял чеченский гылок, а эта свинья, оказалось, что он не знает, что это такое. Ну, поставил на место. Теперь как шелковый. Вот такие вот бывают. И это у чеченцев сплошь и рядом эти истории. Вот сперва он хороший, они залазят на шею. Понимаете? Как-то так делал. Чеченцы, да, так. Так, у Ермака тоже шаманиха была. Вот Буданов и шаман назвал группу. Наверное. Наверное просто. Ну, у Ермака она связная была. Почтовый ящик был, скорее всего.
А Буданов, конечно, абсолютно, короче, враг Чеченской Республики Ичкерия, Кирилл Буданов, Подоляк. Ну вот эта сегодняшняя, вот эта вся банда, она абсолютный враг чеченского народа. Абсолютно. И к большому сожалению, когда Верховная Рада признает, когда в украинских рядах воюют чеченцы, когда украинцы нуждаются в помощи, власть в ГУР, администрации ведут себя абсолютно антиукраински. Ладно, были бы просто не любовь чеченцев. Мы не любовь тоже видели, когда там российская власть была. Ничего не изменилось. Ничего не изменилось. Когда начиналась война, вот эта широкомасштабная, меня пытались вербовать российские спецслужбы из окружения Ахмеда Закаева. Это тоже никого не волнует, понимаете? Я об этом публично говорю, рассказываю. Мне нужно было туда влезть, мне нужно стать каким-то этим. Нет, я не буду рядом с ними. Мне предлагают, собирают КГБшников всех и говорят, вот ты вместе с ними. Но если ты так хочешь, чтобы я с ним был, ты дай мне гарантии тогда. И скажи мне, вот ты будешь с ними, но мы тебя не будем с ними ассоциировать. И у тебя твое право мы признаем. Вот ты давай, и там занимайся, веди линию свою и так далее. Нет, так не говорят. Они делают так, что вот я с ними подмазываю, и все. И главное меня запачкать. Все. Главное, что я рядом с ними был. А там, что со мной будет, уже плевать. Главное, я там с какими-нибудь там Гудковыми, там Ходоревскими, там всякими разными КГБшниками, убийцами моего народа, я должен с ними стать рядом. То есть предать самого себя, всех наших убитых людей, стать, чтобы кому-то понравиться. Нет, так дела не делаются. Если что-то нужно от меня, я гражданин Чеченской Республики Ичкерия. Я умру таким. Я останусь таким. Вот вы говорите мне это. Но это нельзя, им это не нужно. Им нужно использовать, уничтожить чеченский народ. Пошли вы за русским кораблем тогда. Все, кто хочет уничтожить чеченский народ. След бьем. Вот такие вот вещи происходят у нас здесь. Да? Так. Чеченцы должны освободить русских от Москвы. Русские, потерпите немного. Можете украинцев попросить. Вы же братским народ тоже называли. Они тоже помогут вам от Москвы освободиться. Да, Самбек, тоже, знаешь, интересно очень наблюдать за русской оппозицией в Украине, который тоже Кирилл Буданов фигурирует. Есть один нацист, фашист отсюда, с Германии туда уехал. Но с этим экзотическим харю, не помещающим в экран, сидит там с этими разными пленными, разговаривает. И смотришь, думаешь, ну разве это украинцы не видят, что ли? Да какие это борцы с режимом? Где они, борцы с режимом? Путин их власовцами называет. Если Путин их назвал власовцами, знаете, это проект Путина вместе с ними. Они заодно, если он их пиарит. Например, Патрушев пиарит Ахмеда Закаева. Ахмед Закаева он пиарит. И сам Ахмед Закаев говорит, у меня там связь с Патрушевым туда-сюда там, и так далее. Это значимость такая. Да, все знают, что он абсолютно античеченский. Но всех устраивает. И вот здесь вот это вся дальше. А где украинцы тогда? Где русские реально, кто воюет? Ведь много воюют, гибнут русские ребята, которые воюют. А поставили какие-то симулякры, которые представляются там какой-то батальон РДК, какой-то чисто, знаете, начиная от названия, от позывного Цезарь, что у них, легион, римская, Цезарь, империя. Вот. Ну, это было бы понятно, если бы они находились на стороне России, если бы звали бы Цезари, легионы они там были. А здесь борцы за свободу, здесь вольные казаки. Какого перепуга ты оказался среди вольных казаков? Цезарь, там легион свобода, там чего-то там. Какая свобода у вас может быть, да? Невероятно просто, невероятно. Так, а вы где сейчас прячетесь? Почему я прячусь? Я в прямом эфире сижу. Где я прячусь?
Кому так? Слава духу свободы украинских людей. Несмотря ни на что. Амин, амин, Модест, амин. Требует Николая Патрушева, который поднял флаг сотрудничества, доказать свои намерения, наказать прежде всего все краснодарское оскотинивание кубанского населения. Интересно у тебя. А насчет русских, не русским, это мы знаем и каждый день на себе испытываем. Хоть у нас Кавказа нет ненависти к русским. У них есть такое, о чем ты говоришь, не только к чеченцам, но и к дагам. Да, конечно, русские это одна из составляющих русской культуры. Нацизм, фашизм, ксенофобия. Это обязательное условие. У них евреи главные враги и чеченцы. Сейчас украинцы добавились. Ну, конечно же, все остальные кавказцы обязательно тоже идут дополнительно. Поэтому, конечно, это обязательная составляющая. Там нам какие-то рассказывают сказки, что какой-то русский народ, он самый толерантный, самый туда-сюда. Русский это тот, который отказался от своей идентичности этнической и стал вот принадлежать вот этому новому новообразованию русским. Понимаете? И если ты не относишься, если ты не отказываешься от своего, тебя русские не принимают. Ты должен убивать своих, ты должен предавать своих, хаять их, оскорблять их, как это делают некоторые армяне, некоторые евреи, некоторые чеченцы. Вот тогда тебя принимают, вот ты тогда свой. Ты должен русский офицер сказать, русский генерал, русский солдат, на чеченца, ингуша, на кого хочешь. Вот да, тогда тебя признают. Это скрепа, одна из сутей, понимаете? Так. Так. Да, обиды не требуют, тухлый скот, они инструмент в руках лубят. Да, совершенно верно. Вы честный человек, буду рад слушать вам. Яса, пожалуйста, заходите, слушайте. Валейк салам, Шамиль, приветствую тебя. Так, что у нас здесь? Давайте посмотрим. Чеченцы, да, древний народ, благородный народ. Дякую, валейк салам, Руслан. Так, что у нас тут? У нас это троллятина. Салам алейкум, аслам алейкум салам. Какие-то тайные махинации происходят на России. Какой-то самолет полетел сначала из Москвы в Тегеран, потом оттуда в Китай и Пекин. Что-то кому-то что-то передают, я не знаю. Ну, алейкум салам, во-первых, мы не узнаем, что там происходит, пока реально что-то не произойдет. Что-то, наверное, происходит, и самолеты, наверное, каждый день тоже там летают. Я знаю одно, что очень сильно начали они в сторону Китая смотреть. Все, машины, товары, полностью они погружаются. И, скорее всего, это на длительное время они собираются сейчас разделяться, потому что других каналов нет, все пытаются заработать, все идут на сторону Китая. Как-то вот так вот получается. Что из этого получится, куда это все приведет, пока трудно сказать. Но, по всей видимости, дело идет к тому, что Китай и заберет часть России, и Россия переориентируется на сторону Китая. И что будет, посмотрим, что будет.
Так, друзья, у нас голосование идет, я вам напоминаю, будет ли тотальная мобилизация в октябре на России, я задал вопрос. 35% ответили да, 45% ответили нет, и 20% ответили мне все равно. И я думаю, что тотальная мобилизация, она идет, ну, она, скрытая мобилизация, она идет, фактически, можно сказать, она тотальная, и будем наблюдать за этим, за всем. Будем наблюдать. Я думаю, что дело идет к тому, что им нужно мясо, и они будут это мясо собирать любой ценой. Потому что им нужно продлить свое существование. Все воры в Кремле. Да, Аслабек, и не только воры. Террористы и убийцы. Так, тотальная мобилизация называется срочка. В том числе, да, Павел. Будет ли шариат в Ичкерии? Ну, Иван Романюк, что значит шариат? Давайте разберем, а то мы очень часто подменами занимаемся понятий. Шариат, например, шариат это закон, закон Божий. Сегодняшний установленный закон на земле, это закон Божий. От Ноя идет этот закон. Понимаете? Первые законы, мировоззрение, все сегодня международное право всеми народами, теми самыми потомками Ноя, которые распространяли Слово Божье, технологии, силу, армию и все остальное, и зарождали такие цивилизации, как шумерские цивилизации, как зарождали Римскую империю, как зарождали огромное количество. Здесь, в Германии, в Украине, везде, где оказывались очаги с Кавказа потомков Ноя. И все они несли божественное слово, единобожие и технологии, развитие, прогресс они несли. И сейчас и право, и закон они несли. Закон и право. Понимаете? Закон и право. В Шумерии были города, которые по очереди передавали, одна из раскопана, она не первая цивилизация, как нам пытаются представить, шумерская цивилизация, но одна самая более разведанная цивилизация, одна из самых древних. Так вот, там в городах с одного города передавалась власть добровольно. Добровольно. Например, в чеченском языке есть такое слово, выражение «бел». «Бел» это проблема, беда такая, беда, бел, это называется, бел. Так вот, у них передача этой власти называлась отдать бел. Отдать власть – это отдать проблему. Потому что, то есть, все шумерские слова, очень многие шумерские слова, хуритские слова, урартийские слова, это корни имеют наш нахский, чеченский, ингушский, бацбийский народ. Хотя там все пытаются примазаться, все там это наши. Там и их тоже есть, но основной костяк, патриархи первые, потомки Ноя, это люди, которые вероятнее всего, скажем так, это мы являемся их прямыми потомками, прямыми, понимаете? И Иерусалим строили, и все, это все делают прямые наши предки. Так, чтобы было понимание. Так вот, первый закон, это еще Стелла Хамурапи и многое другое, это и есть шариат. Шариат – это соблюдение правил, закона, которые не противоречат Богу. Если вы вкладываете, а сейчас нам какой термин придумали, используют его, все, шариат, все, голову отрезаем, и ногу отрубаем, руку отрубаем, вот это и есть шариат. Нет. Шариат – это закон. Божественный закон, международное сегодняшнее право – это шариат. Сегодняшнее международное право – это шариат. Когда вы говорите, будет ли шариат в Ичкерии, вы либо провокатор, который специально провоцирует, либо абсолютно необразованный человек, если вы так вопрос задаете. Вы задаете вопрос, в моем понимании, будет ли закон в Ичкерии. Чеченская республика Ичкерия демократическое, правовое, независимое, суверенное государство. Конечно, там будет закон. И этот закон, как и международное право, не будет противоречить
божественным законам. Не убей, не грабь, не своруй, и так далее, и так далее. Все это перечислено в международном праве. И мы, чеченцы, очень-очень соблюдаем. И я, который сегодня заступаюсь за Украину, заступаюсь за Израиль, я их всех призываю только соблюдать международное право. То есть шариат, вот в понимании соблюдения права, шариат, не в смысле отрубать ноги и руки, как вы хотите представить, просто обозначив термином и сказать, все, шариат это страшно. Нет. Если вы хотите, чтобы мы перестали быть там в своей религии, вы ошибаетесь, вы этого не сделаете никогда. Коммунисты сделали очень много, у них ничего не получилось. Стравить, устроить кровь хаос, да, это получится. Это вот мы видели с 99 года, потом 11 сентября в США, когда начали мусульмане, христиане, христовые походы начали делать на арабские и мусульманские страны, где очень много нефти там и так далее. И все это было связано не с религией, как мы понимаем. Связано было совсем с другими делами. Захват, завладение, влияние и все остальное. Поэтому, когда вы говорите какие-то термины, давайте мы будем разъяснять, о чем мы говорим речь, о чем мы говорим. Например, я поддерживаю Израиль. Я поддерживаю право Израиля на существование. Я чеченец. Я не могу этого не поддерживать. Любой народ имеет право иметь свое государство. Это железное, стопроцентное правило. Мы хотим своему народу свободу и независимость. Я также хочу эту свободу для курдов, которые также очень много делают. Хотя многие чеченцы очень хорошо с Турцией общаются. Наш президиум общается там с многими разными, там, и с поляками, и с другими, и с третьими. Но я считаю, что курды имеют право на свое государство. Как и евреи имеют право на свое государство. Как и чеченцы имеют. Как и все на этой земле, если у них есть своя земля, свой язык и свой народ, и свое правительство, они уже являются в соответствии с вот этим международным шариатом, это уже является государство, то есть международным правом. Понимаешь? Ну, когда, например, Израиль начинает вести какие-нибудь экспансионные войны, захватывать там, стирать там, людей за людей не считать, вот здесь я не поддерживаю это. То же самое я могу сказать про Украину. Если Украина борется за свою свободу, ведет законную борьбу, а потом начинается в Монако взрыв, выдача Евгения Нужина или киргиза Мусиханова, подло нарушая международный шариат, так называемый. Мы уже поняли, да, что такое шариат в нашем понимании. Я не поддерживаю эту Украину. Я поддерживаю только если Украина ведет в соответствии с законом, то есть в соответствии с Богом ведет свою борьбу. Она ее так и ведет. Но бывают нарушения. Я их указываю. Нравится это Украина. Я думаю, не нравится некоторым. Но я это указываю. Я также указываю и на чеченские проблемы. И буду указывать. А как по-другому, если мы хотим быть объективными и независимыми? Поэтому, какой шариат вы имели в виду? Что вы вкладываете в шариат? Что будут руки-ноги отрезать? Не будут рук-ног отрезать. Мы 500 лет назад приняли ислам. Мы приняли ислам после того, как в 1400 году, то есть в 15 веке, тюркоязычные народы захватили, разбили Византию, захватили всю территорию, нынешнюю Турцию там и все остальное. И после этого мы, чеченцы, которые считаем, что, если исходить из логики, что Мухаммед, мир ему и благословение, является потомком Ноя, то есть вот этой линии патриархов, божественной линии, и Иисус, и Моисей, и Авраам, все, которые, и Яуб, и Дауд, и все остальные, которые идут, это все потомки Ноя. И мы, чеченцы, считаем, что это они говорили на нашем языке, потому что наш язык, чеченский язык-конструктор, он основан, вот эти все слова у шумеров, всех, это вот наш язык. Это практически доказано, никто признавать это не хочет. Но это другая история. Понимаешь? И вот если эти люди, которые
Мухаммед, например, который устанавливал там, последний из пророков на этой земле, устанавливал свое право, пришли уже через 800 лет это получается, да, когда тюрки захватывают вот эту всю Анатолию, всю эту территорию, они там зачищают. И мы, чеченцы, понимая, что это божественная религия, что она правильная, потому что мы и Иисуса поддерживаем, это тоже наш человек. Моисей, Муса, это тоже наш человек. Понимаете? Вы не можете нас отделить от этого. Это все наше. Это часть наша. И по культуре, по мировоззрению, и по ДНК в том числе. И тогда у нас собрался Мехкел, совет страны. Он год, один раз, год, два раза, год, три раза собирается. Где было принято решение принять новую религию, новое вот их толкование. Потому что одинаковое Нохчала, чеченскость, и Бусалбала, мусульманство, единобожие, оно ничем не отличается. Нохчала от Ноя идет единобожие. И один Бог, значит. Это все. А как мы его называем, как мы там поклоняемся, это уже другое. И тогда чеченцы приняли закон, что мы принимаем учение Мухаммада, но без какого-либо насилия над личностью, избиением, палками по спине бить, ноги, руки отрубать, голову отрубать. Да, за убийство смерть, око за око, зуб за зуб, как говорится. Но умышленное убийство, доказанное умышленное убийство, не так просто так. А в основном случае у нас не было телесного наказания. Ну просто не было. Это на Востоке было принято. Бить, избивать там и так далее. У нас этого не было. Поэтому мы приняли ислам и не применяя насилие, не отрубая руки. У нас за все это время тысячи, вот я вам то, что рассказываю историю от Ноя, я полагаю, потоп произошел 6250 лет назад. Гипотетически. Может быть, он 20 тысяч лет назад произошел, я не знаю. Но самое мощное извержение Эльбруса зафиксировано 6250 лет назад. И вот с тех пор мы имеем древнейшую культуру. Мы там же производили самое первое производство мышьяковой бронзы, которое сделало революцию во всем мире. И оттуда, и если вы проследите, откуда распространялась мышьяковая бронза, вы проследите, как распределялось потомство Ноя по этому миру. Понимаете? Потомство Ноя, как это все расходилось, как они куда расходились. И там резко, одновременно, ну, с интервалом 100 лет, 200 лет, начинают появляться разные цивилизации. И это не были цивилизации диктаторские, царские, не были. Это были свободные люди. У них была божественная власть, и они служили народу, реально служили. Это свойственно чеченцев. Чеченцы, кто служит своему народу, его называют хонах. Это высшая часть, высшее обозначение мужчины. Хонах. Рыцарь можно назвать. Как угодно перевести можно. Как угодно переводить. Поэтому у нас наша религия, наш внутренний мир, это наш внутренний, он никому не мешает. И когда в 1722 году произошло первое столкновение, то есть 304 года назад, на Каспийском озере около острова Чечен с русской флотилией, которая после взятия Петра I флотилии, которая после взятия Астрахани двигалась в сторону вот этого Каспийского побережья, то есть к нам она туда шла. Потом они это подло назвали, что они как бы не на нас нападали, они там где-то в Персию шли и так далее. Хотя они нападали на нас. И 420 километров, 400 километров Каспийского побережья, это все наша территория была. И русские сами там устанавливали крепости, это 100 лет они пробивались по этой территории. И 400 километров, то есть отрезали нас от Каспийского моря. За 100 лет, больше 100 лет эта вся битва шла. И русские сами пишут, как они новые, каждый там километр, сколько, 5 километров, устанавливают новые крепости, редуты и так далее. И вот когда там немецкий писарь записывает про ислам, про мусульман,
он описывает о кумыках, которые мусульмане, и у них есть дворяне, есть холопы, и они очень неуважительно относятся к своим слугам, своим холопам. И чеченцы тоже мусульмане, но абсолютно разительно отличаются. Но нет у них этого. Ни рабов нету, ни холопов нету, ни господ нету, ни царей нет. Просто вот есть свободные люди. Поэтому дело не в религии. Дело в твоем мировоззрении, как ты это видишь. Можно быть христианином, иметь кучу рабов. Можно быть мусульманом, иметь кучу рабов-наложниц и так далее. Можно быть иудеем, тоже быть царем и так далее. Хотя царь Давид, он не был царем в нынешнем понимании. Это был лидер, это был отец. И у нас везде говорят, отец у нас говорят. У нас, вот, например, в Германии есть Фатертаг, День отца. День отца значит не день отца, который тебя родил, папа, а день Ноя это Фатертаг. И это как бы уже в целом говорится об отце, который спас и человечество, и животное, и так далее. Там, ну, часть человечества или часть этой своего рода и так далее. Поэтому много что можно говорить об этом. Я пытаюсь объяснить своим людям. Надеюсь, получается. Поэтому, а так вам нужно быть немножко подкованным, так сказать. Так. Так, да будет мобилизация, будем заканчивать СВО на наших условиях. Да, мечтать. Мне одно интересно, то, что Украина бомбит все эти НПЗ, в том числе торговцев, они же этим бомбят не сейчас, то, что они уничтожают будущее России. Я думаю, весь мир готовит к развалу России. Дело в том, что я что-то не думаю, что к развалу идет. Понимаете? Если бы шло к развалу бы, реально к развалу бы, да, нам создают симулякры, смотрите, Freedom, вот этот Подоляка или Модоляка, как его там, начинает там вот это там Freedom показывать. Там они там какую-то борьбу ведут за свободу, а реально с чеченцами не разговаривают, симулякрами они разговаривают. Кто на России, когда чеченцы 20 лет сражались, стал рядом и сказал, мы будем также за свободу биться? Отдельные наши соседи, группы парней, не народы целые, группы, свои патриоты, пассионарии вышли, сражались. А какие-нибудь там российские, ну, глубь, если за Кавказ выйти, так они вообще практически не дергались. Там за редким тоже исключением, вообще редким исключением. И сейчас создаются какие-то группы, и они борются за свободу. Так, когда чеченцы боролись, когда Советский Союз развалился, они не воспользовались этим правом. У них нет потребности, нету национального самосознания. Это уже русские ментально люди. То есть без своей идентичности. То есть отказавшись от идентичности, ставшие ментально. Да, может он с акцентом даже говорит, Кадыров тоже ментально русский. Может, он с акцентом говорит, еле по-русски говорит, но он русский. Он сам и говорит, что он русский. Речь идет о ментальности. Ну, он-то за деньги, ладно. А есть люди, которые бесплатно уже верят, что они там, да, мы с Россией и так далее. Поэтому все это чушь собачья. Вот это то, что они разводят, мы развал сделаем, мы там это делаем. Но если делать развал, то вы должны, наверное, спросить, кто это уже умеет делать, побеждать Россию. Это наш президиум правительства. Туда входят люди, которые сражались против России, побеждали ее, били ее, когда весь мир был за нее и против нас. Тогда ее побеждали. И тишина, короче. Да? А какие симулякры здесь? Какие-то российские блогеры, непонятная вот эта вся... непонятное движение. Очень интересно, конечно. Поэтому я не думаю, что они разваливают Россию. Они Россию, наоборот, они ее ослабляют. Может быть, часть, я очень надеюсь, что они ее развалят. Или она сама развалится. Но не вижу я задачи, что ее разваливать. Да, ее часть отойдет к Китаю. Часть отойдет там, к Калининграду уйдет. Там Курилы уйдут японцам. Там еще что-то. И так далее. Но этот процесс они хотят сделать управляемым.
Что просто перераспределение, что Россия добровольно отказывается, вот юридически мы вам передаем Курилы, передаем там Кавказ, еще что-то делаем и так далее. И, короче, новый узурпатор нам хочет за это вместо этого узурпатора, другой узурпатор, там, в лице Америки или еще кого-то, Англии, Европы, наверное. Но по факту я не вижу, что они ее разваливают. Просто не вижу. Вся гибня, посмотрите, ПАСЕ, место встречи ФСБ. Посмотрите. И все, больше вам ничего дальше смотреть даже не надо. Посмотрите, в Украине. Верховная Рада признает, народные избранники признают Ичкерию Каприна, а сидит какая-то Подоляка, какая-то Кирилла Буданов, сидят там, что-то рассказывают, они там какие-то борцы с режимом. Так, интересное кино, конечно. Так. Ну ладно. Несколько тысяч победили Москву. А почему другие не хотят? Да не будет никакой войны. Будет. Антоша, будет. Друзья, я на этом закончу свой стрим. Я планировал еще, его провести. Постараюсь завтра тоже выйти в эфир. Спасибо, что смотрите и поддерживаете. Несмотря на то, что против нас ведется мощнейшая работа. Но правда, она всегда пробьется. Явилась истина и сгинула ложь. Воистину, ложь обречена на погибель. Друзья, спасибо. И не дайте себя обмануть. Только зная правду, мы сможем добиться каких-то результатов. Если мы попадаем в их матрицу и начинаем играть по их правилам, даже кажется, что это свои. Да, на украинском говорят, на еврейском говорят, еще на какого-нибудь. И мы соглашаемся, то значит мы участвуем в их игре. Мы должны думать своей головой. Это не значит, что у нас не должно быть интересов, мы не должны отстаивать даже между собой свои интересы. Но мы должны их отстаивать так, как нас учит закон, правила. Мы должны это делать так, чтобы и им было хорошо, и нам было хорошо. И тогда это будет благодать будет. Тогда это будет процветанием. Тогда это будет тысячелетняя история, а не сиюминутный захват, там хапнул, обожрался. Просто, стыдно смотреть, как сидят, что в Украине, что даже здесь, на Западе, за океаном. Просто грабят просто, нажраться не могут. Люди гибнут, погибают. Они деньги грабят просто. Это позорище просто. Позорище. После этого потом говорить, что это лидеры какого-то свободного мира, лидеры демократии, лидеры свободы. У меня язык не поворачивается. Ты за деньги это делаешь. Люди гибнут, а ты бабки зарабатываешь. О чем ты? У тебя нет слова в приличном обществе. Ни у кого, ни у одного коррупционера во время войны особенно. Кто ворует деньги, это мародер. Это наравне с изменой Родине считается во время войны. И это какой-то наш представитель. Да я не уважаю таких людей. Не хочу. Вообще ничего не интересно. Да? Но они думают, они дорвались и не могут насытиться. Грабят. Ладно. Друзья, спасибо, смотрите, поддерживаете. На этом стрим заканчиваю. Завтра обязательно постараюсь выйти. Все будет Ичкерия. Слава Украине! Всего хорошего, друзья.